Смотрите в программе. ДТП с летальным исходом произошло по вине пьяного водителя в Чурапчинском районе. Из года в год пожар на Мирнинской свалке отравляет воздух и жизнь горожан. Есть ли выход из ситуации, наши коллеги узнали у местной администрации. В России зарегистрировали препарат, который помогает избежать осложнений при COVID-19. Продолжаем эфир нашего канала новостями к этому часу. Недропользователи вновь загрязнили реку Илымах в Алданском районе, сообщает Минэкологии Якутии. На место выехали госинспекторы Алданского комитета госэкологического надзора. В ходе проверки будет проведен осмотр территории акватории, береговой линии водных объектов, отобраны пробы природных сред. Кроме того, по требованию Якутской природоохранной прокуратуры в отношении недропользователей проводится внеплановая выездная проверка. Водитель погиб в ДТП в Чурапчинском районе Якутии. Авария произошла на 170-м километре федеральной автодороги Колыма. Водитель не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части и опрокинулось на крышу. От полученных травм управлявший иномаркой скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Его двоюродный брат, который находился в салоне авто, не пострадал. Выживший мужчина пояснил, что в тот вечер он со своим родственником выпили 2 бутылки водки, после чего решили поехать в Якутск на автомобиле. Так как собственник транспорта был ранее лишен права управления за езду в нетрезвом виде, за руль сел его брат, несмотря на то, что водительского удостоверения он вовсе не имел. После аварии пассажир очнулся возле машины и, не найдя своего брата, отправился домой. По факту происшествия проводится проверка. Капитальный ремонт автомобильной дороги продолжается в Вилюйском районе. На участке ФАТ-Вилюй с 542 по 560 километры работы начались еще в августе 2018 года. Первые 8 километров подрядная организация сдала осенью прошлого года. В 2020-м проложат еще 10 километров асфальта. Сейчас работа идет полным ходом, ведется отсыпка для прокладки полотна. Работу начали в марте этого года. В марте производились такие мелочные работы, как завоз материалов. И сейчас делаем отсыпку земполотна, отсыпку, планировку и стабилизацию рабочего слоя. Впоследствии, на следующей неделе, может через дней 10-12, начнем укладку асфальта. Строительство объектов для энергоснабжения трубопровода «Сила Сибири» началось в Якутии. Работы включают возведение подстанций и линии электропередачи. До конца 2020-го объекты будут введены в эксплуатацию. Всего в этом году компания выполнит технологическое присоединение к единой национальной электрической сети 3 компрессорных станций газопровода. Общая стоимость проекта составляет более 2 миллиардов рублей. Отмечается, что полностью создание схемы внешнего электроснабжения газопровода «Сила Сибири» в Якутии и Амурской области будет завершено в 2022 году. Ежегодный пожар на Мирнинской свалке в этот раз начался 3 июня. Уже на следующий день власти отчитали, что его предотвратили, однако негодованию жителей не было предела. В социальных сетях мирнинцы стали опровергать информацию и жаловаться, что дым со свалки до сих пор идет. Анна Брянская выехала на место и готова рассказать об увиденном. Полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки и другой мусор загорелся на прошлой неделе на городской свалке. Дым, уже который привычным стал для мирнинцев, распространился по городу буквально за пару часов. У некоторых даже в домах пахло гарью. Чтобы потушить этот пожар, было привлечено около 20 единиц техники. Это и самосвалы, и водовозки, и даже вертолет. Но и это не сразу помогло. Его городская администрация арендовала у авиакомпании «Алрос». За 2 летных часа пришлось заплатить 600 тысяч рублей. Бороться с пожаром помогали и местные организации УМТС, Мирнинский горнообогатительный комбинат и другие. За 6 часов удалось локализовать возгорание. Локализация пожара, именно это создание тех условий, сосредоточение таких сил и средств, которые позволяют успешно ликвидировать пожар, создают условия отсутствия угрозы распространения пожара людям, животным, соседним объектам. А вот на полную ликвидацию огня и дыма потребовалось 4 суток. В субботу стихию победили, а в понедельник городской воздух освежили осадки. Впрочем, если дождь в Мирном этим летом будет нечастым гостем, риск нового возгорания велик. На этот случай городская администрация уже разрабатывает план.
конечно же, в планах, как и в прошлые периоды, руководством обкоммунальщика имеется работа по рекультивации полигона ТБО. Что такое рекультивация? Это завоз грунта, отсыпка того мусора, который мы с вами завезли за период осенний, зимний и весенний. Ориентировочно с 10 июня мы продолжим рекультивацию. Нам нужно будет завести порядка 10 тысяч кубических метров. Засыпать мусор планируют все лето. Делать это будут только в теплые и сухие дни. Анна Брянская, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Премьер Михаил Мишустин заявил о частичном открытии границ для россиян и иностранцев. Уехать из страны смогут россияне, которые учатся или работают за границей, и те, кому необходимо позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах. Въезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом. Въехать в Россию смогут иностранные граждане, которые собираются пройти лечение в российских медицинских организациях, а также однократно те, у кого здесь находятся близкие родственники, опекуны или попечители, которые нуждаются в уходе. Премьер осмотрел и другие вопросы, в частности, сдачу ЕГЭ этим летом. Мы вводим особый порядок для того, чтобы максимально обезопасить школьников. Об этом говорил и президент в ходе совещания по текущей ситуации в системе образования. В этом году мы разделяем государственную итоговую аттестацию и единый государственный экзамен. Все школьники 9 и 11 классов получат аттестат без сдачи экзаменов. И те из них, кто захочет продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата. Выпускники же, которые хотят получить высшее образование, смогут сдать ЕГЭ. Это собираются сделать более 736 тысяч школьников. 29 и 30 июня состоится пробный экзамен. Мы проверим без участия детей, насколько технически отлажена система. Основной экзаменационный период пройдет же с 3 по 23 июля. Еще 2 дня, 24 и 25 июля, резервируем для ребят, у кого, например, в один день совпадут 2 экзамена. Кроме того, у тех школьников, которые по уважительным причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июле, будет возможность сдать экзамены в августе. Российский препарат, который помогает бороться с избыточной воспалительной реакцией организма на вирус, зарегистрировали по ускоренной процедуре. Если пациентам с COVID-19 удается блокировать реакцию иммунной системы, то инфекция становится не страшнее гриппа. Полина Долинская с подробностями. 5 июня Минздрав России выдал регистрационное удостоверение препарату Элсира. Он показан для терапии проявления так называемого цитокинового шторма – реакции иммунной системы на коронавирус нового типа, которая ведет к обширному поражению внутренних органов. Новый препарат производит компания «Биокат» из Санкт-Петербурга. Мы знаем, что в случае блокирования цитокинового шторма мы можем предупредить те сложные последствия, которые возникают у больных с COVID-19. И есть несколько научных гипотез, которые уже имеют достаточно много сейчас оснований под собой, что именно он, цитокиновый шторм, и является тем механизмом, который действительно создает жизнеугрожающую ситуацию у пациентов. Поэтому мы знаем, что при блокировании рецептора интерлейкина-6 удается предотвратить развитие этого явления. И как следствие мы этот механизм используем, положен в основу работы этого препарата. Если пациентам с коронавирусом удается блокировать цитокиновый шторм, то инфекция становится не страшнее гриппа. К тому же это позволяет сократить время пребывания в больнице и снизить смертность. Мы видим все очень сложные ситуации, когда люди находятся в реанимации или на аппарате ИВЛ. Большинство вариантов того, что они туда попали, является побочное явление, вызванное цитокиновым штормом. Большинство. Не все, но большинство. И у них возникла гипотеза, если мы начнем препарат вводить раньше, больным, у которых только-только проявляются первые признаки цитокинового шторма, то, скорее всего, мы сможем остановить этот процесс. Остановив этот процесс, мы можем очень быстро решить вопрос, связанный с уменьшением пребывания пациентов в стационаре и одновременно с этим не допустить жизнеугрожающей ситуации. Если мы это делаем, то получается, что при таком подходе, что ковид становится не страшнее гриппа, и если мы предварительно можем это
все организовать, и система сработает так, как вот мы видим в клинических испытаниях, то для нас это очень хороший шаг вперед для того, чтобы существенно снизить смертность пациента при COVID-19. Компания начала испытание Элсиры в 2016 году у пациентов с ревматоидным артритом. Побочные эффекты в этих клинических испытаниях выявлены не были, потому что они достаточно краткосрочные. Вот. Препарат испытывается уже больше 2,5 лет. Все побочные эффекты, они естественны для данного типа препаратов. Вот больше 2,5 лет мы его испытываем при так называемом ревматоидном, для лечения больных с ревматоидным артритом, и поэтому все побочные явления предсказуемы и хорошо контролируемы. У пациентов с коронавирусом препарат Элсира применяется с апреля 2020 года. Производить лекарства будут на заводе компании в Санкт-Петербурге. Уже на нашей промышленной базе мы это все наладим. Объемы будут достаточны для того, чтобы покрыть потребность Российской Федерации и, возможно, сопредельных стран. Так сказать, мы планируем экспорт в Белоруссию, мы планируем экспорт в Казахстан и в ряд других стран. Поэтому, конечно, с производственными вопросами сложностей не существует. Накануне в честь Дня социального работника Владимир Путин онлайн пообщался с представителями этих важных профессий. В ходе разговора он сказал, что изменения в Конституцию рассчитаны на годы вперед для защиты нуждающихся в помощи. А каково мнение россиян на этот счет? Что они считают самым важным? Наши корреспонденты в Уснере узнавали, какая из предложенных поправок к главному закону страны им импонирует больше всего. Из всех поправок к Конституции Российской Федерации мне наиболее импонирует поправка о семье, о защите материнства и детства. Потому что семья является наивысшей ценностью, и многие семьи уже сейчас ощущают поддержку государства, поддержку наших детей и семьи в целом. Хотелось, чтобы государство в дальнейшем поддерживало семьи с детьми, а также поддерживал наших отцов. Амгинская экологическая инспекция принимает лицензии на добычу водоплавающей дичи. 20 мая завершились сроки любительской и спортивной охоты на селезней уток. Также 4 июня завершились сроки охоты на турпана. Лицам, получившим разрешение на добычу водоплавающей дичи, необходимо своевременно их сдать по месту выдачи в течение 20 дней с момента завершения сезона охоты. В этом году где-то в порядка 1300 человек получало, и вот ожидаем получения этих разрешений. Бывает о несдачах лицензии, это уже административное правонарушение будет, статья 837, часть 1. Но ежегодно мы мониторим, что является понижение о несдачах, то есть люди уже понимают, что должны обязательно сдать. И вот на сегодняшний день уже большинство, то есть половина уже сдала лицензии. Зимой жительница Алдана спасла от мучительной гибели котенка, а теперь борется за восстановление здоровья бездомного щенка. Двухмесячная Лика едва не погибла под колесами автомобиля. Непростой задаче Ольги помогают волонтеры Общества защиты животных и неравнодушные земляки. Подробности расскажет наш корреспондент Татьяна Вахнина. Полугодовалая кошечка Буся – лучшая подружка двухмесячной Лики. Они все делают вместе. А пару недель назад мир для Лики растворился во всепоглощающей боли. По словам очевидцев, в поселке Ленинский на щенка наехала машина, за рулем которой была девушка. Когда она сдавала задним ходом, наехала ей на лапу, в результате чего у Лики было сломано бедро со смещением и с осколками. Она выла, на траве от боли лежала. Эта девушка съездила по своим делам, вернулась и даже не подошла к Лике. На размещенный в соцсети призыв ленинцев доставить щенка к ветеринару откликнулась жительница Алдана Ольга Лукутина. Больше всего девушку поразило хладнокровное равнодушие, с которым автоледи прошла мимо искалеченной собачки. Вскоре Лике была сделана операция. Реабилитационный период принес новые испытания. У Лики начался энтерит, затем пошло осложнение травмы. Воспаление тонкого кишечника удалось победить, а вот с переломом все оказалось сложнее. Лопнул сосуд в бедре. Опухла нога, увеличилась в размерах в 2 раза.
Каждый день Ольга возит Лику в ветклинику на перевязки. Новая хозяйка называет собачку лампочкой за задорный блеск глаз и медицинский воротник. Лика норовит сорвать повязку, чтобы залезать рану. И защитный аксессуар собачке предстоит носить до полного выздоровления. Очень любит играться. Если на нее смотреть, то это прям ангелочек всей душой. Она разговорчивая, очень любит, когда ей что-то говоришь «нельзя», «не надо так делать». Стоимость лечения оказалась немалой. В помощь Лике волонтеры Алданского общества защиты животных «Верные сердца» объявили сбор средств. Необходимая сумма собрана лишь частично. Долг составляет порядка 5000 рублей. Но она девочка очень активная, она жизнерадостная. Дома гоняют вместе с 7-месячной кошечкой с моей. Вот они на пару друг за другом бегают. Лика уверенно идет на поправку. По прогнозам ветврача, лечение продлится не менее 2 недель. Члены Алданского общества защиты животных начали поиски хозяина для Лики. Ольга же задумывается над тем, как ее девочки перенесут разлуку. К слову, Бусю девушка тоже спасла от смерти в лютый мороз. 3-недельных котят Ольга обнаружила в подвешенном к дереву пакете. На этом пока вся информация. До встречи в следующем часе.